Командир роты, позывной Чех. Мобилизованных часть процентов, получается, процентов 30 моей роты. В основном все остальные контрактники. Работаем мы взаимодействие, рота дружная. Также есть и парни из Бурятии. Мы, в принципе, все с Бурятии, с Улан-Удэ. Люди, которые пошли, в них я 100% уверен, я не первый год с ними воюю. До этого был командир взвода, сам лично ими командовал, сам лично ходил с ними на штурм. Их знаю как 5 пальцев. Позывной мой Витос, должность командир взвода. У нас успехи были достигнуты, также поступила задача выполнить, которую нужно было захватить опорник противника. Но мы планировали, конечно, несколько дней, как будем действовать. Все распланировали, провели разведку предварительную. И 5 числа, 5:30 утра приступили к выполнению боевой задачи. Я действовал в составе штурмовой группы, заползал с правого фланга в опорник противника. Были еще 2 группы, которые заползала одна с левого и в лоб шли. Рядовой, позывной Черный. Мы заползали с правого фланга, получается, группой. Заползли в тыл врагу. Там встретились уже со второй группой. 2 оставили на прикрытии прикрывать фланг. И вчетвером уже заходили в опорник. Мы ползли, у меня эмоции были страшные. Я молился, если честно, всем богам, каким можно, чтобы нас удача не покинула. Заползли, дай бог, нормально. Достали их врасплох, они не ожидали это. Командир мотострелкового взвода. Начали стрелковый бой. Моя группа вперед пошла залазить к противнику. Ликвидировали 8 человек, 4 из которых взяли в плен. Также у них находились там радиостанции. Стрелять начали. Видимо, эффект неожиданности сработал, да? Давай-ка. Не думаю, что мы подходим. Выходи, жить будешь, братан, выходи. Руки вверх, и выходи. Мы когда захватили уже пленных, также мы захватили их средства связи, радиостанцию Моторола. И я сидел, слышал все их переговоры, то есть, которые сидели еще, не хотели изначально сдаваться, там сидели в окопах, у них была вторая рация, они говорили, что мы здесь живые. Видимо, их начальники кричали, что наводите артиллерию, разносите весь опорник. То есть они даже на это внимание обращали, что их люди там еще живые. Сюда, бегом. Там еще кто есть? Один, больше никого. 200. Живой? 200, я ранен. Все, там никого живых нету. Бегом. Давай. Второй что? Говорят, не уходят. 2 там? Да, это украинцы, люди уже в возрасте. Оружие у них, как они говорят, учились во Франции. При приезде сюда оружие отобрали, то есть натовские винтовки, М4 и так далее. У них забрали, выдали такие же автоматы, как у нас, АК-74, и отправили в лесополосу также воевать с нами. Даже с пленниками разговаривали. У них нету желания у них воевать. Там 2 это сразу сдались, а 2 сопротивлялись. Минут 20 посопротивлялись, потом когда их артиллерия начала работать по ихним же, хотя они по рациям кричали, мы здесь, мы живые, не стреляйте. Они поняли, что какой же смысл. Они сами своих солдат не жалеют, начинают работать по своим опорникам. Я бы сказал, есть движение, так как противник захлебывается, контрнаступление захлебнулось, есть движение. Нам надо начинать действовать, не упускать момент. Мы уж вместе не первый месяц, я в них конкретно уверен, не первую атаку их отбили вместе. И в разведку ходили, и так, и сяк. Много моментов, я уверен, с кем я служу. Пацаны наши достойные. Сейчас с ними еще следующий опорник за нами. Сейчас отдохнем, после, дай бог, еще один возьмем. Просто действовать, работать, выполнять задачи, не бояться, самое главное. Потому что понятно, что боятся все, но хотя бы не подавать вид. Потому что противник тоже боится. А если ты боишься хоть чуть-чуть меньше, чем противник, ты победишь.